Масштабная реконструкция башенных комплексов группой «Сафмар» в Ингушетии продолжается. Совсем скоро завершат работы в родовом поселении Тейпа-Оздой башенном комплексе «Меллер». Там реставрируют древний склеп. С просьбой начать восстановительные работы объекта отправились сами представители Тейпа. Муслим Ганиев расскажет подробнее. Исторические памятники горной Ингушетии, которые веками не покорялись набегам неприятелей, противостоять природе и катаклизмам зачастую не могут. Этот склеп, который входит в башенный комплекс Меллер, можно сказать, держится на честном слове. Небольшое землетрясение или осыпание скальной породы и целый пласт исторического наследия народа может быть потерян. Чтобы это избежать, представители Тейпа-Оздоевых обратились к президенту и основателю группы «Сафмар» Микаилу Гуцериеву с просьбой о помощи. И ответ не заставил долго себя ждать. К нам обратились представители рода Оздоевых с просьбой провести аварийно-спасательные работы на данном склепе. Данный склеп, как мне сказали, один из самых больших, может быть даже самый большой склеп, там 3 яруса внутри. Я обратился к Михаилу Саварбековичу, объяснил ситуацию, вкратце рассказал, что за склеп, что там до сих пор лежат кости, вещи, даже детские люльки там лежат, там лук, стрелы. Михаил Саварбекович сказал: немедленно приступайте к восстановительным работам, восстановите и проведите реставрацию данного склепа. На мой вопрос, что делать, то, что находится внутри, то, что осталось внутри, он говорит: мы не должны их трогать. Не мы их туда ложили, не нам их трогать. Поэтому пусть они лежат еще 1000 лет. Дань уважения тем, кто их туда положил, принес, своих там родителей, наверное, и тем, кто там сегодня находится. Подрядная организация уже проводит осмотр, проектно-сметную документацию подготавливает. То есть, если до осени мы не проведем вот эти аварийные здесь работы, то, я думаю, эта башня не выстоит еще одну осень. Если вы видите, один угол полностью рухнул, второй дал большую трещину. И, скорее всего, в следующую осень он рухнет в это ущелье, этот склеп. Поэтому нужно очень срочно провести восстановительные работы. Мы к этим работам уже приступили. Я так правильно понимаю, в планах этого склепа не было, но все равно руководство Сафмара пошло навстречу и решило. В планах у нас есть все башни и склепы, но не было в этом году. И в следующем году его, может быть, не было. У нас есть обращение граждан, есть письма, кто просит восстановить их башни. Я их собираю, ставлю в очередь, и потихоньку мы идем и делаем. В течение 10 лет мы должны пройти всю горную часть. Но он, наверное, попал бы, может быть, через год, через 2, через 3. То есть из-за того, что сегодня народ обратился, начали говорить, что его нужно срочно спасать, мы его вне очереди, как Михаил Саварбекович сказал, очень срочно нужно пойти, эти работы провести, мы их проводим. Наземный склеп возвели еще в 16 веке. Кладка вывалилась у основания на юго-западной части, соседний угол развалился полностью. А скальное основание, которое годами осыпалось, ставит под угрозу все сооружение. Упадут несколько камней, и целое наследие можно потерять. Объект культурного наследия расположен на возвышенности. Слева и справа от него мы видим большие обрывы. И не дай бог, если склеп рухнет, собрать его будет очень сложно, а может быть и невозможно. Тревогу о необходимости провести противоаварийные работы забили несколько месяцев назад. Представители Бачаловых, которые являются частью Тейпа-Оздоевы, искали пути, а главное спонсора и специалистов, которые могут и в состоянии как финансово, так и профессионально сделать работу, чтобы сохранить склеп. В итоге нашли самый надежный способ. Уникальный 9-метровый склеп, где находятся очень интересные для нашей истории артефакты. И хотелось бы сказать огромная благодарность, спасибо Микаилу Гуцериеву за то, что он откликнулся на наш отзыв и что взялись за этот склеп и будут его ремонтировать. Хотелось сказать большое спасибо от нас и от всего народа Ингушетии. Это не только для нас, для нашего Тейпа, это наши предки, это останки наших предков. То есть это там то, что артефакты нашей старинной, древней парязычества, которое было, это большое значение имеет для всей истории ингушского народа. Я думаю, не только ингушского народа, для всей России. Склеп в Меллер является уникальным по своему строению. Это единственная усыпальница не только горной Ингушетии, но и всего Кавказа такой высоты. Экспонат, наглядно демонстрирующий историю и быт наших предков, может исчезнуть. Задача потомков – это не допустить. Они их строили
таких тяжелых условиях. Мы знаем, что туда вложен огромный труд. И наша задача, учитывая, что на дворе 21 век, у нас есть силы, средства, техника там, и так далее, мы обязаны сохранять такие объекты. Потеря такого объекта – это колоссальный урон культурному наследию. Решение принято быстро, оперативно, можно сказать. Своевременно принято решение. Если тянуть данный вопрос дальше, то он может обвалиться в любой момент. В отличие от других, этот склеп трехярусный. Верхний этаж уже обрушился, там видны человеческие останки. Важная задача для всех ингушей – сохранить этот объект. Представители Тейпа выражают искреннюю благодарность тем, кто взялся за этот солнечный могильник. Mekka halışki, dinin halışki de yettiçi, tğuncu anı oğusul detsu. Dal sağ dolsun, dal merşil volus. Dal şiite aynu vil volus. Su halil mıl dejdal hamı berket yıkıltsın. Kavuk katip anlatan orsa ben mesela az kaçar barkul ya. Bel işim doluşu der yaz halşan. Der yaz halısı Mikaela. Tümek dene. Yabul da bul be, yabul da hoş. Mehmet da yozdur. Na yatı bir. Tako ben yıkı albert wabul da sağ yölün. Avqabul sağ dol der degdi ha oğuz di naqah çanı o финансирует дечь гусари Микаэла. Старейшины также считают, что реставрация могильника, как и всех башенных комплексов, это не только сохранение истории, но и большой шаг к развитию туризма. Масштабный проект реализуется по договоренности главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова и основателя фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева. Следующий шаг, говорят старейшины, это строительство объектов инфраструктуры и гостиничных комплексов. Большие здесь 6-7-этажные, я думаю, смысла нет. Но есть кемпинги, есть такие 2-3-этажные, да, капитальный отель, если построить, не только туристы и местное население. Мы с удовольствием будем отдыхать. Вон в Жайрах ездят, снимают дома, неделями мои родственники живут там и отдыхают. А здесь еще благодать, намного лучше природа. И вот подальше туда есть там красивые места, где мы не бывали еще, наверное. И вот там, я думаю, в нескольких местах построить, туристы потоком пойдут. Сегодня люди на колесах просто приезжают, дневные есть, отдыхают, ночные есть. Они заранее бронируют себе места. Я думаю, и для местного населения это и мясо, и народные ремесла. Все будет развиваться. У нас есть много умельцев, которые могут делать. Но вот сбыть нет, а вот здесь это получится. Почему Гуцериев сюда пришел? Потому что глава республики Калимат Махмуд Али Макшарипович дал гарантию, и эти гарантии он выдерживает. Обоим большое спасибо. Вот когда есть согласие в обществе, у нас все движется. Меллер – это башенное поселение Тейпа-Оздой. В настоящий момент начаты работы по разработке научно-проектной документации противоаварийных работ. Приступить к ним планируют в ближайшее время. Ну а если промедлить, склеп может повторить судьбу такого же сооружения в башенном комплексе Цори или же этого строения. Картина эта наглядно показывает, что время не ждет. Муслим Ганиев, Алисхан Гаравожев, Магас 24.